Моисей что-то взял. Вообще, русский тогда гони. Ну, Что-то взял Моисей. Давай, мы тебя берем. сучок. Сачка нету. Как-нибудь, ребят, давайте без сачков. Наших сачков нет. Давай, мы посмотрим, что там придет. Кто там идет? О, это таймень. Хороший, давай. Красавчик, туда. Ты главное его это. Сейчас я мотор подниму, чтобы нам под мотор не закрутило. Берег катахану легко. Сюда. Ты чего тут говорит? Берег теперь дехарен, не? Тага. Сейчас берега возьмем. Сейчас отгребемся к берегу. Все, подгребся. Сейчас аккуратнее вытаскивай. Чугаган бер, нага ратыма да берег-то. Уга чугаган бер. Чугас туруга. Беректен ратыма. Ратыма уттан. Кутругуттан маны чухылан. Берек каняллар. Тохтара. Тутан турник. Тихо говорит. Ага, будик. Ага. Давай. Хра. Стоп. Все, вытащили. Опять на серебряную взял, да? Фига себе. Ну, поздравляем. Чуть не ушел, а, сестрика? Чуть-чуть не ушел. Он уже леску во рту вся. Этот плетня вокруг этого обмотала. Ну что, как ощущение, Моисей? Вообще классные ощущения. Да ты что? Ну. От того, что этот поймался, да? Таймень. Ага. Таймень скали. Вот. Скали. Сколько килограммов? Так, сейчас. Прикинь-ка, как тут. Ну, больше 5. Явно больше. Ну, круто же. Круто. Поздравляем. Я на меня харская, ты же. Алара. Телефоном? Таран сире. Кугатан сире. Поют было. Биль. Ну, хadi билли. Дүйе. Ini manuk taharap tuh. Coba aja. Taharap apa? Itu biar juga ada. Алара. Алло, где это? Это Хтара. Мастаныма. Ну, сразу. Ну вот, вернулись на базу после экстремальной поездки по перекатам. На последнем этом капле бензина доехали ровно. Винт весь. На бензиновом пару, да? На пару, да, на пару вообще доехали. Уже темно, но главное, все хорошо закончилось. Завтра утром правим винт, да. Вот, друзья, в эти холодные деньки всегда ношу одежду от фирмы ХСН. Она очень теплая, влагозащитная и прочная. Даже вот этот костюм я ношу уже много лет.
Мне нравится. Довольно теплый, удобный и простой. Все. И вот ребятам дал свои куртки. Вот они. Все ссылочки на сайт фирмы ХСН в описании. Так, сейчас вот на базе Моисей будет готовить юколу и язи для завялки. Да, Моисей? Мы посолили с Антоном. И сейчас будем вялить еще. Да, ничего себе, круто. Так, Дмитрич тут с утра что-то делает уже. Хотя ему запрещено что-то делать, но он все равно начинает делать. Не запрещено. Если больше сантиметров, вот такие вот, это нельзя уже. Понял. Что-то собрался делать, вот рыбу это походу. Теперь вот только надо. Мусор сжигать, правильно. Так, а я сейчас пойду, мне нужно вон там треногу сделать к палатке. Привяжем и все, развесим. В лес пойду сейчас. Бжик надо работать-то. Так, и чуть попозже займемся винтом. Смотрите, вот как лопнул винт. Видите, вот трещина пошла прям вдоль по винту. Здесь его повело. Так, здесь сейчас будет происходить ремонт винта. Посмотрите, как его разлохматило весь, поэтому он плохо едет у нас. Получается из-за этого. Вин хороший вроде. Когда чего бить? Паш, первый удар. Ох. 10-й винт. Они все 10-е. Что тот, что этот. Оба. 9-й. Жестко груженный. Ну, этот жестко слишком не нужен, конечно. Жестко грузовой. Вот такой нормальный вот. Он чуть быстрее едет. Так, сейчас будет жесткий ремонт. Чисто таптайырга деген тема, да? Ini itu dukung orang beri kan ada ya? Keren. Tuh ribut mana? Cip kenin dikit bapak. Apa budak ada lagi? Apa budak? Куда вы? Вот это, блядь. Один раз там я набелирую. Onu kayar yere. Nasıl kayak kırıyor? Ha? Ini kan dulu kita itu kritik bikin tar. Bikin tar. Дмитрич инструкции дает, как править. Хотя он там сам знает. Под надзором. Все под надзором.
Рыбу багано кариба, вот рыба оборота хорошо. Так, Моисей там у нас Рыбу вялить. начинает заниматься юколой. У него там процесс вяления идет вовсю. Используется палатка в качестве. Все при делах те. Да, все при делах. Один я сижу. Ерундой страдаю. И Дмитрий своей трубкой, да. Не, ну это же тоже дело же. Надо трубку чистить туда-сюда. Здесь такая, чтобы Дмитрий скучно не было на базе. Стоит такая система у него акустическая. Да, Дмитрич? И вон там снаряды, он ответственное у него задание следить вон за теми снарядами, чтобы не взорвались. Здесь рыбаки жестко. Сейчас попрем, а, ребята? Сейчас полетим, наверное, да? Просто полетим, блин. А ракета куда работает? Как ракета полетим. Этот винт мы положим, наверное. Брать трогать не будем, где? Буманан барых. Вот на этом поедем, его поправим. Черный. На запаску возьмем с тобой просто. Запасной. Пердук. Так, давайте посмотрим творчество Моисея. Вот он тут изготовил такую прям красоту. Еще вот ему пакет притащили. Ну расскажи, что за сооружение, что тут, какая функция это строения. Ну вот, Слава сделал треногу. Начинаем взвешивать. Они сейчас тяжелые, а их моторы так тяжелые. Ну, сейчас она провисает, да, под весом. Ага. Потихонечку сейчас. Ну вот эта штука специальная, да, вот эта вот сверху. Ага, перевес. Ага. Понятно. Да. То есть вот так все привязано. Довольно мощно, так сказать. Все так. Так, сейчас, что там у тебя есть в пакете-то? Показывай. Есть. Запрещенных ничего нету? Это ясь. Ясь, нормально. Ясь не запрещен. Так, я сейчас думаю, как его лучше взвешивать. Так, ну по идее их как бы на крючки было бы хорошо, да? Но у нас крючков нету. Но есть ези. Может этот. Чего там? Может. Во, кошельный. Каланкюх. Уже муха срать начала. Паразитка, а? Никуда не улетела, оказывается. Чисто засрать, что хочет. Здесь камера не покажет. Да. О, вайбалам. Так, было принято вот такое конструктивное решение. Использование нерабочих воблеров, посмотрите. Довольно оригинальное конструкторское решение. КБ имени Моисея Иванова разработала конструкторское бюро.
новаторское такое решение. Можете применять на практике, ребят, у кого есть нерабочие воблера, не выбрасывайте их. Они очень нужны при завялке рыбы. Вот тут тендайеры. Чик-чик. Здесь, посмотрите, такой груз стоит специальный, противовес. Тут противовес, там противовес. В общем, готовимся осваивать. Это палочка. А, палочку сделать. Там палочку втыкаем, да. Все четко. Воблеров не хватает. Не хватает или хватает? Вот Сейчас возьмем интервью у Антона. Что он думает по этому поводу? Антон, ну как тебе инноваторское решение? Строение там, что как? Вот это что ли? Ну, Ну, как? на твой взгляд, как вот это вот? Всегда так надо делать. Всегда надо так делать, да? Вот именно так нужно делать, да? В природе именно так. Иначе никак. Вот. Да, правильно. О, язи, вон, смотри, как видел, как развернуто, да? Отличная идея. Ну, От Моисея, да? да. От конструкторского бюро. Моисей. Полностью запатентовано все. Да. налаживаем производство. Вот. Не больше 3 килограмм. Это да, именно. 3 килограмма. Все взвешено тут. Вон там нижние, видишь, вот. Там 3 должно быть, а 2 поддерживающих вот. Да. Так, Антон уколол палец. Тут все это Не рабочий, да, этот? Карась. вообще. Карася вообще никто не ест. Карасей здесь нет. Поппер тоже пока не нужен. Еще один, да? Вон тот красный головой, белый, тоже какой-то бесполезный. Вот этот, ага. Китайский. Китайский оригинальный. Оригинал. Чайник можно, да, поднимать тебе? Чайник 3 килограмма. Меха кутары. Нравится мне. Масштаб. Оставьте. Ой, батя. А посмотрите, сколько машкары. Крыма не спите, потому что. Монария. Прости, проблем. Так, вот ребята сейчас будут преодолевать сложный участок реки. Коварный перекат с очень непроглядываемым руслом. Переживаем за них очень. Мотор 40-ка Yamaha. Достаточно мощный мотор. Редуктор слабоват для такого мотора. У Yamaha в основном слабоватый. Поэтому желательно бы, чтобы они тут не было у них никаких. Ну вот они заехали перекат. Не было у них. Вон Гаврил Яныч на нас сел, чтобы дабы облегчить мотору прохождение.
Ну вот показывают на фарватер, где нужно ехать. Так, ребята входят в перекат. Вошли в перекат на винте. Пруд. Жестко пруд, жестко. Смотрите, как лодка, говорил Яныч, радостно сидит на носу. Смотрите, как лодка утопает прям в перекате. Тащи, тащи, давай, тащи, красавчик. Тащи, тащи, тащи. Вошел Дмитрич, красава. Аплодисменты Дмитричу ставим, лайки. Красава. Самый опасный переукат, вышка. Так, остановились вот на таком перекате. Это мы уже с переката, получается, выехали. Вот это вот перед перекатом такой вот течение такое вот. Как-то в этом месте вот, в этом самом месте мы ремонтировали винт с ребятами. Даже может быть на каких-нибудь этих камнях. А выехали мы вон из того переката. Там мы несколько раз ударили винт. Сейчас вот ребята пытаются форсировать этот перекат повторно. Пойдемте посмотрим, что у них там получается. Потому что 2 раза вот за нами слышу, как едут, ударили 2 раза. Встали. Вон они едут. Получилось у них найти, по-моему. Дмитрич, моторист. Выехали все-таки с переката. Яныч моторист, Дмитрич капитан. Ребята радостные. Догоняем. Ребята опять форсируют. В этот раз уже другой перекат. Почти доехали до места, мы стоим. Моисей тут уже кидает. Пытается что-нибудь поймать. Моисей, сегодня на что рыбачить будешь? Ну так же, на любимую блесну. Серебряная опять? Пойди. Форсирование переката Дмитричем. И моторист, и этот. Там кнопка там. Иди кнопкадан маныкын. Во.
опять пассировка. Так, мы сами тут долбанулись. Стыковка произошла. Сейчас вот чай пьем. Моисей делает катушку. Ремонтирует. Че, одна катушка из строя вышла, да? Полностью, да? Этот таймень сломал. Да ты че? Обалдеть. Китайская, наверное, подделка. Года уже 10 пользуюсь. 10 лет. Китаёза чистый, да? Мне подарили, короче. Эксперт. XT3000. Эксперт. Не, а какая фирма-то? Сурфмастер. Вот такая катушечка сломалась на рыбалке. Все, подшипники полетели. Что постоянно бывает такое или нет? Ну, если катушки некачественные, то, конечно, ломается. Приходит негодность на такой рыбалке. Ребята чай пьют. Сплав идет полным ходом. Вот такой вид. Винта вообще нету практически. Практически нету.